В эфире «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Арктический государственный институт культуры и искусств совместно с Университетом креативных индустрий Universal University и Московской архитектурной школой запустили с 20 мая второй поток обучения по программе «Мастер планирования и управления развитием территорий в условиях полярного климата». Что это за программа? Об этом и не только сегодня и поговорим. Гости в студии: Вера Никифорова, проректор, руководитель программы «Приоритет АГИКИ». Вера Семеновна, здравствуйте. Добрый день. Данная программа реализуется в рамках проекта «Приоритет-2030». Расскажите, пожалуйста, более подробно о программе. Действительно, мы в 2022 году, в самом конце этого года, вступили в эту программу, пройдя большой конкурс. Конечно, эта программа очень сильно меняет наш институт, меняется концепция института, потому что основная стратегическая задача – это выстраивание креативной экономики и вклад нашего института именно в этот процесс. Поэтому изменилась концепция нашего института, можно сказать, философия нашего института, потому что если раньше мы готовили для отрасли культуры и искусства, для деятелей, в целом творческих деятелей, то сейчас, конечно, наша нацеленность больше идет уже на креативные индустрии. У нас стратегический проект, который реализуется по этой программе, это главный самый стержень этой программы, называется «Культурный код Арктики. Креативная школа будущего». То есть мы должны выстроить модель образования, модель обучения будущих креативщиков, людей, которые будут представлять креативный класс не только нашей республики, но и региона Арктики, ну и даже шире Дальнего Востока, потому что мы как раз идем по треку «Приоритет-2030. Дальний Восток». Очень сильно меняются вообще установки нашего института. Мы привлекли представителей индустрии. У нас сейчас в институте работают такие известные люди, как, например, продюсер кино, человек, который очень многое сделал для того, чтобы якутское кино стало сейчас вот таким известным. Это продюсер Сардана Савина. Она у нас руководит треком «Новое якутское кино». У нас есть прям такой трек в стратегическом проекте. У нас работает Ирина Дмитриевна Алексеева, очень известный архитектор. В общем-то, это лидер этого направления нашей республики, человек, который очень много сделал для того, чтобы изменился облик нашей регионов, территории нашей республики. Она возглавляет трек «Урбанистика». Ну и вот по всем направлениям у нас идет такое сотрудничество непосредственно с индустрией. И этот проект, безусловно, предполагает открытость нашего института. Вообще человек, который работает, вообще сама институция, которая занята в креативных индустриях, она должна постоянно переосмысливать свою деятельность, постоянно искать новые ниши, постоянно искать новые рынки, если хотите. В общем-то, это та сфера, которая растет на добавленной стоимости. Это больше уже понятие экономическое. И поэтому, конечно же, наш институт очень сильно меняется, идет процесс трансформации, создаются новые отделы. Вообще меняется сам принцип организации учебного процесса. Мы с 1 сентября должны внедрить вообще систему индивидуальной образовательной траектории. Это легко сказать в 3 словах. На самом деле она кардинально меняет вообще саму организацию образовательной деятельности. Студентам дается возможность выбрать те дисциплины, те модули, которые им, как им кажется, будут полезны и нужны уже после института, когда они уже начнут сами работать. Поэтому они будут добирать у нас, кроме основной, как говорят сейчас, хардовых навыков, они получат еще и другие, уже более мягкие компетенции, которые сейчас мы закладываем в портфель курсов, которые войдут именно в индивидуальную образовательную траекторию. Поэтому будет организована специально выбранная кампания для студентов. Они могут заходить в виртуальный институт, нашу платформу, и одним кликом выбирать для себя те дисциплины, те курсы, которые им нужны.
ГИТИС сотрудничает с АГИКИ. Расскажите, пожалуйста, в каких направлениях вы сотрудничаете? Да, действительно, это старейший вуз. Через несколько лет, буквально им исполнится 150 лет. И мы сотрудничаем с ГИТИСом, ну и раньше, конечно, имели такие точки соприкосновения. К нам приезжали театроведы на театральные премьеры, на постановки. Но с прошлого года у нас началось очень тесное сотрудничество. Этот вуз тоже является участником программы «Приоритет-2030», то есть их интересы, наши интересы очень сильно сейчас совпадают, к нашему и к их счастью, как они говорят. Идет сотрудничество по нескольким направлениям. Но прежде всего это, конечно, участие в творческих мероприятиях. Наши студенты очень успешно съездили со своим спектаклем по эпосам 3 тюркских народов: якутского, алтайского, тувинского. Спектакль называется «Песнь летящей стрелы», и они показали в рамках международного фестиваля ГИТИС Фест. Вот буквально месяц назад очень успешно показались. Ребята провели не только сам спектакль, но и мастер-классы. Наши педагоги тоже позанимались с ребятами из ГИТИСа. Это вот одно направление. И сейчас мы готовим уже большой проект, который связан с проведением театральных школ совместно с ГИТИСом. Вначале у нас в республике, потом это театральные школы будут кочевать уже по регионам Сибири и Дальнего Востока. В частности, там в Алтай планируется поездка, в Туву. Как раз сегодня должна наш ректор Сарглан Семеновна Игнатьева встретиться с ректором ГИТИСа, с Григорием Анатольевичем Заславским, и как раз внести наше предложение, обсудить его, ну и получить, соответственно, обратную связь. В прошлом году АГИКИ провели первое в мире такое мероприятие, как ювелирный креатон. Планируется ли в дальнейшем проводить такие мероприятия? Да, в прошлом году у нас был очень интересный опыт проведения ювелирного креатона. Как писали газеты, первый в мире ювелирный креатон. Действительно, так оно и есть. Приглашали мы экспертов из Казахстана, из Белоруссии, из Москвы. Сама форма оказалась очень удачной, потому что несколько групп, несколько команд ребят, причем команды были сборные. Это не только Арктический институт, это были студенты и художественного училища, это и Северо-Восточного федерального университета, это были и свободные ювелиры, те, кто желают принять участие в креатоне. Как раз они получили задание, в течение 3 дней разрабатывали бизнес-план, они изучали, проводили маркетинговые, такой срез маркетинговых исследований, насколько это возможно было в такие краткие сроки, выстроили стратегию продвижения своего продукта, и в итоге получила команда, приз получила команда, которая представила коллекцию Эдерсас «Молодость». Очень красивая коллекция ювелирных изделий, которая нашла очень интересное решение, именно включает в ювелирные изделия слова. И вот казахские маркетологи нам посоветовали, как раз конкретизировали такой рынок сбыта такой продукции, как тюркоязычные страны и регионы. То есть у нас глубинные связи, то есть нужно подбирать те слова, которые являются очень сакральными, очень дорогими, нужными для как раз представителей тюркских стран и республик, как, например, слово «кюн», слово «таптал», слово «ие», допустим, те слова, которые являются общими для наших народов. И поэтому сейчас ребята продолжают сотрудничать, продолжают общаться, они дорабатывают свою стратегию, потому что полученный приз им выдается постепенно, по мере выполнения этапа работы. И вот дальше, конечно, мы планируем продвижение через Казахстан. В этом плане мы сотрудничаем с Алматинским университетом менеджмента «Алмаю» и с казах-ювелиром. Поэтому, конечно, выход будет через Казахстан на тюркоязычные страны и регионы.
Давайте немножко расскажите о премьере кукольного спектакля. Что за мероприятие, чем оно примечательно? Да, это у нас тоже большой проект по треку «Театр». Мы его проводим совместно с Нерюнгринским театром «Актеры и куклы». К нам приехали режиссер Скрябин, художник, технолог по изготовлению кукол. И получается, что на этом спектакле наши студенты получают дополнительную компетенцию актера театра «Куклы», компетенцию по изготовлению театральных кукол. То есть спектакль по Аланхо, по сюжету Аланхо, он будет поставлен на тех куклах, которые ребята сами изготовили именно для своей руки, для своих рук. То есть это очень интересный сейчас идет процесс. Репетиции проходят каждый день. И поэтому как раз та идея, которая заложена в нашей программе «Приоритет 2030», о том, что студентов не только готовить по узкой своей специальности, но и давать по возможности им самые разные компетенции для того, чтобы, выйдя из института, они могли быть готовыми к самым разным ситуациям, и они могли многое делать, руками в том числе. В общем-то, на это как раз-таки был направлен этот спектакль. И мы его делаем на самом деле по заказу театра Аланхо. С театром Аланхо мы очень тесно сотрудничаем. Директор специально курирует этот проект, и поэтому впоследствии мы планируем, что этот спектакль для детей кукольный, он будет взят в репертуар театра Аланхо. С какими вузами сотрудничает АГИКИ? Ой, у нас очень много, конечно. Спектр сотрудничества очень широкий. Если вспомнить историю нашего института, то мы происходим из филиалов 4 вузов. Это Красноярский художественный институт, это Восточно-Сибирский государственный институт культуры, это Уральская консерватория, это школа-студия МХАТ. Мы по-прежнему с ними сохраняем связи. Ну и кроме того, вот после того, как мы вступили уже в программу «Приоритет 2030», у нас появились новые партнеры. Очень тесно мы работаем, конечно, с единственным специализированным университетом креативных индустрий, это Universal University в Москве. С ними мы посотрудничаем фактически по всем направлениям. Это наш институциональный партнер при реализации программы. Мы сейчас разворачиваем сотрудничество с Высшей школой экономики, потому что надо правильно вообще поставить. Если мы говорим о креативной школе будущего, надо ведь саму систему правильно поставить. Поэтому в Высшей школе экономики есть очень хороший институт образования, который на основе исследований может нам выступить экспертом в нашей дальнейшей работе. Спасибо большое, что уделили время, ответили на наши актуальные вопросы и за такую хорошую и актуальную беседу. Ну что ж, а я напомню, в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.